мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Ее мать, Вера Тарасик, была актрисой в театре Владислава Голубка. Он назывался «Белорусская хатка», а теперь это Национальный академический театр имени Янки Купалы. Она была первой исполнительницей Агаты Пустаревич «Бессмертные павлинки». И через много-много лет ее дочь, героиня нашего рассказа, выйдет на сцену в этой же роли, в роли Агаты Пустаревич. Ее муж – известный актер-купаловец Тадеуш Кин-Каминский и сын актер Купаловского театра Владимир Кин-Каминский. Все ее друзья и подруги купаловцы – это и Стефания Станюта, и Зинаида Броварская, и Галина Владимирская, и Лилия Давидович. И в театре она не проработала 52 года, а прожила 52 года. Она жила в театре и для театра, и театром. И о своей профессии актерской никогда не говорила возвышенно и вычурно, как не говорят возвышенно и вычурно о жизни, а просто живут. Она была талантливой актрисой, красивой и мудрой женщиной. Елена Васильевна, или как в театре ее звали, Ляль Васильевна, или просто Ляля, любя, она. Елена Васильевна Рынкович, заслуженная артистка Республики Беларусь. Первая встреча моя состоялась с Еленой Васильевной в этом доме. Мы очень поздно с Володей возвращались домой. Вошли к ним в дом, и Елена Васильевна уже была готова отходить ко сну. Перед сном она очень любила читать периодическую печать. Елена Васильевна лежала вот здесь на диване, в пижамке, в бигудях, с Беломор-каналом в зубах, с газетой. И Володя, закрыв проем двери, говорит: «Мамка, посмотри, кого я тебе привел, познакомься». Потом он меня вперед поставил. Елена Васильевна так приспустила очки и сказала: «Подумаешь». Володя сказал: «Мамка, ты осторожней, это может стать твоей невесткой». С этого вечера мы стали с Еленой Васильевной подругами. И я помню, когда я маленькая приходила, никого не было дома, кроме бабушки, она собиралась там на репетицию или на спектакль. Просила ее со мной поиграть. Она, у нее не было времени, она не могла играть в игрушки в какие-то. Вот. И она говорила: «Ну давай с тобой будем фантазировать». И мы начинали придумывать всякие очень интересные истории. И я сидела такая вся увлеченная, пока она делала себе макияж, одевалась, собиралась. И мне, конечно, было
очень здорово и очень весело. Елена Васильевна очень любила гастроли. Она очень любила уезжать из дома и очень любила возвращаться. И пару раз меня брали на гастроли Володя и Елена Васильевна. Это были Одесса и Москва. Елена Васильевна обожала делать подарки, и она возвращалась из гастролей с огромными чемоданами. Их было штук 5. И она сдавала их в реквизит. Когда она приезжала, все соседи, друзья, близкие, наши родственники, все собирались в этом доме. Открывались чемоданы, и начиналась раздача подарков. Да, и вот самое главное – это атмосфера, когда люди ждали ее приезда, они знали, что будет много всяких сюрпризов. Вот, и вот именно это ожидание, это было самое прекрасное, наверное. Разговоры и рассказы о гастролях, об отдыхе. Это было всегда с юмором, это было всегда так искрометно. Это было удовольствие. Общение с ней было просто удовольствие. Ее актерский дебют на Купаловской сцене состоялся в 1947 году. Она сыграла роль Любки Шевцовой в спектакле «Молодая гвардия», созданном по роману Александра Фадеева. Этот день она запомнила навсегда и вспоминала о нем так. «Я тогда ничего не помнила, куда выхожу, что пою, в каком танце кружусь, все в тумане». Дебют прошел отлично. Публика была в восторге. Потом были другие роли, их было очень много. Она играла прекрасно и русскую классику, и советскую, а драматургию зарубежную, национальную. Это и Аня в «Константине Заслонове», и Маша в «Трех сестрах», и Клава в «Леонихе на орбите», и Марфа в «Плаче Перепелки», и Карпухина в «Дядюшкином сне», и многие-многие другие роли. Главным в ее актерской игре были нюансы. Поворот головы, взгляд, жест, интонация голоса. А нюансы были эти неповторимы и удивительны. А талант заключается именно в неповторимости нюансов. Критики очень дали интересное определение ее манере актерской. Они называли ее так – выразительная скромность. Порой ей ничего не надо было говорить на сцене, она просто молчала. И, тем не менее, сосредотачивала внимание зала на себе. Так было в спектакле «Амнистия» Матуковского. Она играла роль буфетчицы. И в сцене суда над Соловейчиком, главным героем, она просто молчала. Но зал следил за ней. Он следил за ней с восторгом и вниманием. Ничего не произнести, но все сказать. Вот это она умела делать. Она очень интересно как-то сказала о сути актерской профессии. Она сказала о том, что актер выходит на сцену, чтобы сдвинуть в душе зрителя что-то, что непонятно ему порой самому. И для этого одного таланта недостаточно, потому что нужно со зрителем щедро поделиться тем, чем наделила тебя природа, своим сокровенным, тем, что ты переживаешь, тем, что выстрадано. Без этого настоящего актера не бывает. Ты забивал себе и нас все гэтыя гады.
Няўжо ты гэтага не зразумеў? Ты што вырашыў дабіць нас? Што ж ты робіш, сынок? Ты нават гэтыя грошы, якія зарабіў, напэўна, нелёгкай працай, не прапанаваў сваім бацькам, сваёй сястры, якім, каб ты ведаў, не так проста і лёгка жывецца. Ты кідаеш гэтыя грошы на тое, каб абяліць гэтую жанчыну, гэтую тваю настаўніцу, якая паламала тваё жыццё, адарвала тебе ад мяне, ад нас. Няўжо ты гэтага не зразумеў? Няўжо ты не паразумеў за гэтыя 10 гадоў, не зразумеў, што такое жыццё? Когда вспоминаешь Елену Васильевну, Лялю, как мы называли ее, прежде всего это элегантная, всегда с достоинством и очень красивая женщина. В ней что-то было такое, что вот сразу было видно, что это актриса. Она долгое время была председателем месткома, и все наши квартиры, которые существуют на сегодняшний день, это ее заслуга. Но надо было видеть, как она приходила в горисполком, в ЦК, к министру. Тогда можно было в кабинетах курить. Она приходила, садилась за стол, вытаскивала на стол пачку Беломора, она курила Беломор, и начинала беседовать. Очень спокойно, достойно и всегда настолько располагала к себе, что все, что она хотела, всегда было сделано с добром. Когда мы пришли с Лилией Михайловной Давидович, то в свою компанию она взяла сразу нас. И когда мы поехали на первые гастроли, она все время нас курировала. То есть на пляж, обеды. Она вообще была очень аккуратистка большая. И когда она приезжала и поселялась в номере, первое, что она делала, она покупала порошки и все это отдраивала, потому что она не могла, чтобы пылинка даже была. Она была очень хорошая актриса, яркая, очень дотошная в работе. И она нас этому тоже научила. До мельчайших подробностей, в костюме особенно, она была щепетильна даже к этому. То есть там было все выстроено, как в старой школе, когда все выстраивалось от прически до туфельки. Это тоже она отдала нам, она была щедра в этих тонкостях актерства. Спасибо, Лена Васильевна, что вы были на нашем пути. Светлая вам память. Мы тады былі студэнтамі тэатральна-мастацкага інстытута. Ставіў спектакль «Людзі на балоце» Барыс Владимирович Эрын. І там быў такі маленькі эпізод у Алены Васильевны Рынкович. Такая глуханемая баба. Ёй заўсёды хацелася уведаць, што ж там людзі гавораць. А гэта быў сход. І вы ведаеце, гэта цудоўная жанчына і зрабіла такую нейкую бабку, што гэта было настолькі смешна. І гэта для нас была такая навука, а мы, як маладыя студэнты, яшчэ глядзелі. Алена Васильевна такая прыгожая, і яна зрабіла такую глуханемую гэтую старую. Алена Васильевна, яна заўсёды была такая датошная, таму што яна павінна была ведаць характар чалавека, калі трэба было працаваць над роллю.
характар чалавека, адкуль ён прыйшоў, чаго ён прыйшоў, што ён тут будзе рабіць. Маладыя мы бралі прыклад, як трэба працаваць. Калі Барыс Владимирович Эрын рабіў заўвагі акцёрам, ён сказаў, што Алена Васильевна, вам не трэба нічога рабіць, таму што вы так працуеце над роллю, што вам ужо нічога не трэба. Ну, гэта таксама было для нас, это было вельмі смешна, што як гэта чалавек усім заўвагі робіць, а ёй не робіць. У Пастернака ёсць такі верш. Думаю, што гэта вельмі падыходзіць да Алены Васильевны. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышат почва, и судьба. Елена Васильевна Рынкович родилась 30 сентября 1923 года в деревне Лысая гора Логойского района. Ее отец был учителем, а мать, как я сказал, актрисой театра Владислава Голубка. Она проработала в театре 3 или 4 сезона, а потом более 20 лет учительствовала в школе. Но ее любовь к театру передалась дочери Елене. Она в 1945 году поступила в актерскую студию Купаловского театра и в 1948 году закончила ее. Она пришла в Купаловский театр в тот период, когда на его сцене царили корифеи театрального искусства, могучие таланты. Это Ирина Жданович, которая была кумиром для нее и на сцене, и в жизни. Это Вера Пола, Ольга Галина, Здислав Стома, Борис Платонов, Глеб Глебов и многие-многие другие. И Елена Васильевна понимала, что быть на сцене с этими великими людьми и играть посредственно просто недопустимо. Она также понимала, что быть в Купаловском театре, быть актрисой Купаловского театра – это великий подарок судьбы. Она с благоговением относилась к своему месту в этом театре, к тем великим актерам, с которыми она работала, за ту возможность, данную ей судьбой, дышать с ними одним воздухом. И это не высокие слова, это правда. Няхай мяне пярун заб'е, калі я на каго дарэмна загаўкаю. А калі яйцы мае прападалі, мо іх ела ваша сука! Гадаўка! Ой, говорить с тобой не хочу. Ну не разумею, ну чаго і на мяне чапіцца кожны божий день? С другого поколения актрис Купаловской сцены вылучаліся асабліва дзве. Татьяна Алексеева, актриса лірычнага плану, і драматычна-характарнага плану Алена Рынкович. Вот эти две актрисы увайшлі у гісторыю Купаловскага тэатра, у гісторыю увогуле беларускай сцэны як зоркі другога пакалення купалаўцаў. Асабіста мы сустракаліся вельмі часта. Моя жонка, Венера Архіпаўна, працавала выкладчыкам беларускага
універсітэта культуры і мастацтваў і Алена Васильевна, яны разам супрацоўнічалі. Былі ў вельмі такіх цесных стасунках, сябравалі. Ну і мне, натуральна, заўсёды ў тэатры, калі мы з'яўляліся, быў заўсёды такі радасны, такі цёплы прыём. Яна вельмі сябравала з вядомым крытыкам Барысам Бур'яном, і мы таксама разам з ім часта сустракаліся, гутарылі і на тэатральныя тэмы, і, так бы мовіць, каля тэатральныя тэмы, пра жыццёвыя праблемы. Яна была вельмі адкрытая, шчырая, душэўная. Ну і гэта дапамагала ствараць нейкую такую цёплую, добрую атмасферу пры сустрэчах з гэтай актрысай. Чым же мы так, Митик, согрешили, что Бог нас так не узлюбил? Деток народили, сберегли от беды лиха. Памятаю, у партизанах, коли вёски все в округе попалили. Голодуха была, боже ты мой милый. Настолько маленькая грудей насмокчется да и спить, ее и гора мало. А Андрейка уже 6-й годок и шел. Кору березовую грызли. Кольки вытерпели всего. Его настолько земля забрала. И Андрейка по свете, як по темным лесе бодяется. Елена Васильевна была красивой женщиной, и с годами ее красота не переставала быть красотой. Она была веселая, добрая, открытая, с очень своеобразным чувством юмора, я бы сказал, с индивидуальным чувством юмора. При этом у нее был очень сильный характер. И основной чертой этого характера была мудрость, которая очень часто выручала ее в разных ситуациях. И в жизненных, и в театральных. А в театре ситуации бывали разные, потому что театр – это театр. Ее муж Тадеуш Кин-Каминский проработал в театре 23 года и умер в 46 лет. И ее сын Владимир Кин-Каминский проработал в театре 23 года и тоже умер в 46 лет. Просто какая-то мистика. Она очень тяжело переживала уход родных людей из жизни и особенно потерю сына. Она так и не пережила ее. А потом стали уходить из жизни ее друзья и подруги, а с ними была связана вся ее жизнь, то прекрасное время, когда была молодость, когда было творчество. Это было все замечательно, но все это исчезало во времени и таяло. А те пустоты, которые образовывались в душе, заполнить было нечем. Елена Васильевна Рынкович умерла 21 ноября 2001 года. И когда у ее невестки Натальи Петровны я спросил, от чего она умерла, она сказала: от тоски. Хочется вспомнить слова замечательного человека, нашего известного театрального критика Бориса Ивановича Бур'яна. Он сказал, что Елена Васильевна для него была самой любимой женщиной и самым дорогим человеком. И для многих она осталась самым любимым и самым дорогим человеком. Она, Ляль Васильевна или просто Ляля, Елена Васильевна Рынкович. Все равно, где бы мы не причалили,
островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали не подняться